Добрый вечер. На телеканале ТНВ Татарстан ток-шоу.опора. Студия Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Хайырлы кич. Жемчужина Казани, так называют Голубые озера, которые находятся недалеко от столицы республики. Они известны как самим горожанам, так и многочисленным гостям города. Но действительно невозможно остаться равнодушной к красоте этой хрустальной голубой воды озер. Обратная сторона этой популярности – антропологическое воздействие, как говорят ученые, или проще многократно увеличившийся поток посетителей, который может нанести непоправимый урон этому уникальному памятнику природы. Тема сегодня очень интересная, я думаю, вызовет большой интерес и самих телезрителей. Как совместить интересы экологов и туристов, природы и человека? Об этом мы говорим сегодня. Наша тема – как будут развиваться Голубые озера. Тем более сегодня в послании президента Российской Федерации Владимира Путина тоже прозвучало достаточно много ключевых заявлений о том, как мы будем оберегать наши водные объекты. Очень много внимания было уделено экологии. В общем, обо всем этом с нашими гостями. С удовольствием их представляю. Эльгизар Наилевич Зарипов, первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Татарстан. Хайырлы кич. Хайырлы кич. Рамиль Гумерович Шарафуддинов, заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам. Оксана Николаевна Саргина, руководитель дирекции по природным территориям Института развития городов Республики Татарстан. Здравствуйте. Добрый день. Дмитрий Владимирович Иванов, заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан. Приветствуем вас. Добрый день. С нами сегодня Эльвира Габдулхаковна Набиева, доцент кафедры природообустройства и водопользования КФУ. Приветствуем вас. И с нами сегодня Илья Валерьевич Потапов, соучредитель, руководитель, главный архитектор компании «Мириада Групп». Здравствуйте. Здрасте. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и прямо сейчас нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Ну а с экспертами традиционно начинаем нашу программу с результатов опроса нашей интернет-аудитории. В группе ТНВ ВКонтакте мы спросили: Голубые озера, какая перезагрузка нужна? Интернет-аудитория была очень активна, и вот цифры для меня лично оказались несколько неожиданными. Вот посмотрим, как их проанализируют эксперты. Большинство, 52% респондентов сказали, что необходимо создать заповедник и закрыть его для массового посещения. 14% проголосовавших сказали, что нужно сделать полную реконструкцию для удобства туристов. И 33% респондентов выбрали вариант оставить все как есть. Этот же вопрос адресуем телеаудитории. В итоге интерактивного голосования подведем в конце программы. А мне бы хотелось, чтобы вот эксперты посмотрели на эти цифры. Рамиль Гумерович, как? Посмотрите на эти цифры? Что-то тревожит, что-то радует? Посмотрим на эти цифры. Но всегда радует, что люди, во-первых, вовлечены в эту проблему и неравнодушно голосуют. Это уже радует. Но позволю себе не согласиться с большинством. Сейчас объясню почему. Надеюсь, что к концу передачи все-таки здесь вектор немножко поменяется. 194 особо охраняемые природные территории республики, 7% от площади республики. Если все это закрывать, вы представляете, что это будет. Кроме того, это ОПТ регионального значения. Если грамотно туристические потоки, скажем так, организовать, выстроить, то ущерб можно не только минимизировать, но и вообще его исключить. Есть огромные примеры и мировой практики, и в Российской Федерации, то же самое вот в Калининграде, кто был на Куршской косе, сотни, ну, десятки тысяч точно там в летний период отдыхающих ходят, но они ходят по строго определенной тропе, на смотровых площадках созерцают природные ландшафты, и это никакого вреда не приносит. Поэтому, я думаю, если мы выстроим, а к этому все идет, что-то похожее на Голубых озерах, то здесь будет и, как говорится, и волки сыты, и овцы целые. Ну и, в принципе, сегодня, возможно, нужно разъяснить, да, судьба, какая перезагрузка, в принципе, ждет, какая польза от этого будет. Насколько, вот, Эльгизар Наилевич, вас какие-то цифры потревожили? Но или тоже 52%? 52% за закрытие, наверное, это слишком такая кардинальная мера, с учетом того, что это уникальный объект, все-таки граждане должны этой природой любоваться, получать некое эстетическое удовольствие. Так проще все леса закрыть, да, я согласна. То есть, вот, если уж от всего сберечь, все закрыли, и никого никуда не Совершенно верно. Я более того подчеркну, что территория ООПТ «Голубые озера» на более чем 80% представлена именно федеральным лесным фондом, это земли Гослесфонда, и 11-я статья Лесного кодекса прямо запрещает посещение граждан. То есть лес должен быть всегда в свободном доступе.
Хорошо, спасибо. Оксана Николаевна, но 14% говорят, нужно сделать полную реконструкцию для удобства туристов. Это все-таки они вот тут думают об удобстве туристов или о Голубых озерах? Как вот эти 14%? Проанализируйте, пожалуйста. Сложно понять, что они в это вкладывают. Да? Реконструкция, понятие такое, достаточно масштабное. Я бы вот даже 52% прокомментировала, потому что, с одной стороны, это и удивительно, а с другой стороны, ну, такая цифра, да, большая. С другой стороны, мы очень рады, что есть... Это значит, что люди неравнодушные, люди понимают о том, что нам нужны какие-то иные меры по сохранению этих озер, и они озабочены той ситуацией, которая там сейчас на сегодняшний момент у нас организовалась. Да, поэтому, да, закрыть мы не можем, как Ильгиз Арнольевич сказал, также мы не можем и закрыть доступ к водным объектам, да, всех жителей республики и жителей вообще нашей страны. Поэтому нужны какие-то иные меры. Вот сегодня о них и расскажем. Дмитрий Владимирович, а вас вот оставить все как есть, здесь еще 33%, да, мне кажется, вы эту цифру готовы прокомментировать. Можно ли оставить все как есть? Нет, конечно, как есть оставить нельзя. И сегодня нашу совместную задачу я вижу в том, чтобы оптимизировать те возросшие туристические потоки, которые уже сложились на этой территории. Вот для этого как раз создается новая инфраструктура, новые экологические маршруты, по которым граждане будут иметь возможность пройти, не навредя природе, но вместе с тем получив максимум впечатлений от общения вот с этим прекрасным миром озер и миром лесов. Хорошо, итоги голосования интернет-аудитории давайте подытожим. Эльвира Габдулхаковна и Илья Валерьевич. Я согласна с жителями в том вопросе, что эта территория требует значительной охраны, более жесткой, чем она есть сейчас. Мы наблюдаем, что количество краснокнижных видов значительно сокращается, качество воды ухудшается, нет того голубого цвета воды. Конечно, мы не можем всю территорию закрыть, это понятно, но должны быть приняты меры по ограничению посещения. Тот объем потока людей, который мы наблюдаем сейчас, эта территория не может выдержать. Если мы будем брать аналоги, мы можем взять Новую Зеландию, и там есть голубые озера, на которые допускается только определенное количество человек в год. Квота такая, да? Такая квота, да. И таким образом они сохраняют свою природу. Возможно, у нас тоже должно быть что-то подобное. То есть мы должны ограничить поток людей, иначе мы не сохраним эти озера. Оставить территорию в доступе, да, при этом? В доступе, да. Но сделать зонирование. Хорошо, спасибо, Илья Валерьевич. И от вас. Я тоже прокомментирую, наверное, 52%. То есть меня вообще радует, что такое большое количество людей переживает за эту территорию. То есть вот этот показатель, это просто отображает то, что люди волнуются. Вот. Но я тоже присоединюсь к мнению, что совсем ограничить нельзя. И мне кажется, главный принцип работы вот с этой территорией должен быть таков, что посетитель, он должен быть гостем. То есть вот он может только прийти, пройти по специально устроенной тропе, не навредить, все это посмотреть и также, не навредив, уйти. Вот это, наверное, главный принцип. Хорошо. Тот, кто хотя бы раз, конечно, побывал на Голубых озерах, навсегда очарован этой красотой. Понятно, о чем говорят, да, как правило, жители города и туристы. Вот то черный омут, то волшебная лазурь нас к себе манят, вода там бесконечно холодная. Но мало кто знает, что вообще само место по себе, вот Ильгиз Арнольевич сказал, ООПТ. На самом деле это особо охраняемая природная территория, чтобы зрители тоже понимали, что это. А вот что это конкретно, Рамиль Гумерович? Что такое Голубые озера? Что за это такая особо охраняемая природная территория? Ну, вот да, 30, мы вот видим как раз 30 лет назад, как раз в этом году юбилей, вышло постановление Кабинета министров Республики Татарстан об объявлении системы Голубых озер государственным природным заказником комплексного значения в целях сохранения непосредственно уникальных водных объектов, которые являются крупнейшим источником минерализованных вод. Ну, водоем образован на карстовых провалах. Впервые около 200 лет назад, впервые Карлом Фуксом описано в 1829 году нашим великим краеведом. Ну, воды представляют из себя хладноводные объекты с высокой степенью минерализации, на дне солевые илы, поэтому лечебные, поэтому здесь данные объекты притягивают непосредственно любителей здорового образа жизни, других отдыхающих. В то же самое время ключевое здесь то, что это комплексный заказник. Как вот Ильгиз Арнольевич сказал,
2000 гектар, там и обширные лесные участки, то есть надо рассматривать в комплексе и озера, и окружающий его ландшафт, который, в принципе, и характеризует и создают эти озерные комплексы. Поэтому здесь нам нужно будет поработать в комплексе, не только с озерами, но и с прилегающими ландшафтами. Вот вы уже сказали о Карле Фуксе. Он действительно изучал еще в начале 19 века. Природа вокруг озер потрясающая. Там, по нашим данным, что почти 100 видов растений. Заказник обитатель, представитель Красной книги. Вот в чем уникальность природы, флоры и фауны Голубых озер? Ну, нестандартные условия водной среды, в принципе, как вот уже сказали, что действительно это очень редкие в мировом масштабе водоемы, и создали специфический набор видов флоры и фауны. Это зоопланктон, фитопланктон, есть там и краснокнижные виды, планарий молочно-белая, которая занесена в Красную книгу Республики Татарстан. Да, конечно, и обширный биоразнообразие растительного мира. В принципе, как и в Республике Татарстан в целом, конечно, здесь и животный мир представлен очень широко. Это и околоводные виды животных, и водоплавающие виды птиц, копытные виды, лось и так далее. В принципе, здесь в комплексе очень много животных и растений, и поэтому именно задача стоит соответствующая. Вот, Дмитрий Владимирович, а чем знаменита вода Голубых озер? Какое сейчас ее состояние? То есть я говорю, мы вот как посетители мы понимаем, а в чем на самом деле уникальность самой воды? К тому, что уже было сказано, я бы, наверное, добавил, что представьте себе, да, вот с глубины более 100 метров на поверхность поднимаются огромные массы воды. То есть под землей, по сути, расположен мощный такой насос, который каждую секунду из недр земли выкачивает порядка 700 литров воды. Наверное, вот сложно это себе представить, как это происходит. Да, то есть пульсация, как бьется наше сердце каждую секунду, удар, вот так каждую секунду из недр земли извергается такое огромное количество воды. И это только из Большого Голубого озера, из Большой пучины. А если взять в совокупности Большое Голубое, Малое Голубое, Проточное озера, то все вместе они каждую секунду приносят в Казанку порядка 1500 литров такая воды. Главная артерия, да? Да, Казанки. фактически, да. Поэтому и Казанка, ее жизнь в нижнем течении тоже во многом зависит именно от Голубых озер. И, как было сказано, эта вода достаточно высокоминерализованная, она имеет поэтому и бальнеологическую ценность более 2 граммов на литр. Те, кто пьет и любит минеральную воду, они, наверное, представляют, насколько это существенное значение. И в основном эта вода состоит из таких ионов, как кальций и сульфаты. Поэтому для людей, страдающих болезнями пищеварения, можно и об этом, наверное, сказать, эта вода будет представлять еще и лечебную ценность. Но мы упомянули Карла Фукса, он тогда еще состав воды не исследовал, а вот в конце XIX века Арсений Яковлевич Щербаков, кстати, населенный пункт носит не его имя, рядом с которым расположено озеро, он впервые, пожалуй, определил химический состав воды. И что самое здесь интересное, то, что сегодня, по прошествии 130 лет, состав воды в этих озерах, в первую очередь в Голубом озере, практически идентичен. Даже несмотря, что были использованы разные методы, тоже, можно сказать, своего рода уникальность. То есть стабильный химический состав воды сохраняется, если не, я думаю, что даже тысячелетиями в этих водных объектах. Так, а что у нас насчет лесов? Александр Ильич, сказали, что почти 80%, да, это лесные фонды. Сама территория особо охраняемая составляет порядка 2000 гектаров, из них 1536 гектаров представлено лесом, что составляет 80 с лишним процентов. Здесь достаточно уникальный лесной массив, смешанный лес, то есть преимущественно преобладает порода липа мелколистная в составе до 40%. Далее идет береза, дуб в составе 30%, сосны. Средний возраст насаждения составляет 62 года, то есть это уже достаточно, скажем так, не молодой лес. Средний запас порядка 220 кубических метров древесины на 1 гектар. В принципе, это стандартный показатель для лесов нашей республики. В настоящее время прилегающая территория к Голубым озерам передана в пользование 2 хозяйствующим субъектам. Это дирекция парков и скверов города Казани
это территория Больших Голубых озер. Ну и наша подведомственная структура, учебно-опытный пригородный лесхоз, он ведет рекреационную деятельность на территории Малых Голубых озер. То есть, ну и в рамках приведения в соответствии с современными нормами именно эти два хозяйствующих субъекта будут там вести, скажем так, свою деятельность. Ежегодно на этой территории мы наблюдаем колоссальную рекреационную нагрузку. То есть это заметно даже по возрастающему объему отходов, которые фиксируют наши лесные инспектора. То есть вот только за текущий год порядка 150-200 кубических метров твердых бытовых отходов нашими службами было вывезено с территории Голубых озер. Это тоже показатель, наверное, еще незрелости в плане экологической культуры. То есть это тот мусор, который, посещая этот объект, жители позволяли себе просто выкидывать на этих территориях. Но наши лесные службы ежегодно на этой территории выполняют комплекс мер по охране, по защите, по воспроизводству лесов. То есть созданы искусственные минерализованные полосы для того, чтобы потенциально низовой пожар не мог проникнуть на территорию Голубых озер. Ежегодно ведутся работы по лесовосстановлению, ежегодно проводится уборка аварийных деревьев. То есть мы с пониманием относимся, что на этой территории большое количество отдыхающих, большое количество граждан. И вот эту некую социальную функцию, чтобы своевременно выявлять и убирать аварийные больные деревья. То есть мы выполняем за прошлый год порядка 30 сухостойных аварийных деревьев по актам лесопатологических обследований было убрано. Ну и также порядка свыше 1000 убрано неликвидной перегнивающей древесины. Территория на самом деле достаточно большая, почти 2000 гектаров, поэтому в переводе на 1 гектар на единицу площади, может быть, это не столь значимая цифра, но для работников лесного комплекса она достаточно весомая, скажем. У меня сейчас ощущение создалось просто, что мы кого-то медицинскую карту посмотрели Голубых озер, да, и вот каждый врач тут свой определенный диагноз, все это выдали, историю. Но вот я понимаю, сейчас хочется, чтобы диагноз экологи в большей степени, наверное, поставили. Уже давно экологи сегодня били тревогу. Костры, бани, огромный поток людей, о чем мы говорим, бесконтрольные купания, все это разрушает уникальную экологическую систему. Вот какие сегодня главные экологические проблемы, что наносит наибольший ущерб? Вот, Эльвира Габдулхаковна, давайте с вас начнем. Мы проводим мониторинг регулярно, выезжаем на это озеро, и с каждым годом видим увеличивающийся поток туристов. Я очень благодарна дирекции парков и скверов, и в том числе Комитету по биоресурсам, которые запретили катание на сапах, ныряние аквалангистов, дайвингистов в эти озера, потому что это наносило непоправимый ущерб всей экосистеме. Но сейчас мы наблюдаем также и большое количество туристов, которые приносят огромное количество мусора, которые жгут костры. И остатки этих костров, они приводят к эвтрофированию озера. То есть сейчас мы видим, что оно очень сильно зарастает кладофорой, то есть то, что не свойственно Голубым озерам. Раньше здесь были зеленые мхи, которые относились к редким краснокнижным видам. Сейчас мы их не наблюдаем здесь или наблюдаем в очень маленьких количествах. Молочную планарию мы наблюдаем только на стоках из озер, хотя раньше она в большом количестве наблюдалась в самих озерах. Нужно очень постараться, чтобы найти ее в озере, хотя раньше она здесь встречалась в больших количествах. И это все указывает на то, что нужно снизить рекреационную нагрузку. Это очень важно, потому что иначе мы просто потеряем эти голубые озера. Уже сейчас мы видим, что вот этот объем голубого цвета значительно сократился. То есть я в первый раз там была еще на 3-м курсе, все Большое Голубое озеро было голубым. Сейчас уже прошло около 20 лет, наверное, и остался только маленький глубоководный кусок. Это очень большая потеря для нас. Геометрическая прогрессия вообще все это. Да, это большая потеря для нас, потому что это уникальное озеро, нам нужно его сохранить любыми путями. И если мы сейчас говорим о развитии этой территории, то она должна находиться в русле экологического просвещения и экотуризма.
Экотуризм направлен на то, что мы сохраняем территорию, оставляем минимальное воздействие. То есть здесь не нужно никаких новых спортивных комплексов, площадок. Минимальное воздействие только и уменьшение потока людей. Спасибо. Только так мы можем спасти. Да, Рамиль Гумерович, на ваш взгляд, ключевые экологические. Есть что добавить, да, еще? Да, ну, в принципе, здесь добавить что-то тяжело, но, да, продолжая тему, действительно, антропоген – это какая, ну, стержневая проблема, вокруг которой, как производная, складывается все остальное. Действительно, вот начиная особо толчок с ковидных времен, когда туристический поток переориентировался на внутренний рынок, да, и мы видим, что там тысячами людей приходят именно в летний период. И, к сожалению, не все граждане, есть понимание, что простые вещи, казалось бы, бытовые, наносят действительно непоправимый накопительный ущерб. Вот то, что коллега сказала, это действительно костер, это серное загрязнение, заехал на автомобиле, это масла, нефтехимия и так далее. Мы уж не говорим про бани, там и САБы, которые замучивают весь ил. Все это, если помножить на большую казанскую агломерацию, мы знаем, сколько здесь человек живет. Вот, конечно, это все наносит ущерб. Опять-таки, по зернышку накопительный эффект, поэтому все-таки здесь граждан призываю соблюдать режим. Дмитрий Владимирович, есть что добавить? В целом, наверное, и вот САБ, поддержу. как нарушают? Вот мы говорим, сейчас запретили, да, и дайвинг. САБы – это в том числе и взмучивание донных отложений, это значит изменение качества воды, хотя мы говорим, что это озеро глубокое, в самой глубокой точке 16 метров, но по сути средняя глубина, например, большого голубого озера всего лишь 70 сантиметров. И вы понимаете, что плавая по озеру, ну, невозможно, даже пусть случайно, но не нарушить вот эти вот складывающиеся или уже сложившиеся фитоценозы. Поэтому мера своевременная, актуальная. Ну, я надеюсь, что те любители водного плавания, они с пониманием отнесутся к этому. Тем более рядом есть прекрасный водный объект, где можно аналогичные виды активности организовать. Это река Казанка. Хорошо, спасибо. Ну что, в январе этого года специалисты представили долгожданный проект благоустройства и оздоровления Голубых озер. Оксана Николаевна, мы уже понимаем, да, почему возникла необходимость в реновации этих территорий после того, как мы тут прослушали все диагнозы. Я бы еще добавила еще пару диагнозов. Еще пару диагнозов, да, сейчас добавить. И какие организации над новым проектом? Вот что происходит? Давайте самую свежую, пожалуйста, информацию на данный момент. Давайте про диагнозы. Я просто дополню коллег вот такими двумя тезисами, наверное. Важно еще понимать, что на сегодняшний момент не каждый посетитель этого ООПТ вообще осознает, что он находится на территории ООПТ. И это все-таки связано с отсутствием базовой инфраструктуры, которая стала основным элементом в нашей концепции, которую мы сегодня покажем. Информирование, экологическое просвещение, когда люди понимают, в каких границах они находятся и что они попадают в ценную территорию, к которой нужно соответствующим образом относиться. Это, наверное, такая важная проблема на сегодняшний момент. Конечно, мы бесспорно понимаем рекреационный потенциал. Вся ситуация у нас в целом в Татарстане и в стране способствует развитию внутреннего туризма, поэтому оснований полагать, что потока станет меньше, у нас совершенно нет. Поэтому есть только, скажем, необходимость в организации правильных потоков для того, чтобы этот антропогенный эффект, высокую антропогенную нагрузку снизить. И, конечно, над концепцией у нас трудится большая межведомственная, межмуниципальная команда. Это 2 муниципальных образования, Высокогорский район и город Казань. Это дирекция парков и скверов. Это ведомство, комитет по биологическим ресурсам, который отвечает за режим ОПТ. Это Министерство лесного хозяйства, собственно, являются собственниками земельного участка. Это Министерство экологии, представитель которого сегодня у нас Институт экономики, экологии и недропользования Академии наук, Дмитрий Владимирович. Собственно, и эта структура в том числе, и кураторами этого проекта выступает Фонд Института развития городов Республики Татарстан. Естественно, у нас еще в составе город Казань, это Комитет внешнего благоустройства, ну и ряд экспертов, экологов, с которыми мы работаем на постоянной основе. Солидный такой был экспертный состав, то есть большая внушительная организация, я бы сказала, если ее назвать там, по сохранению, по спасению Голубых озер. Давайте самое главное, Оксана Николаевна,
Самое главное, ожидаем, что нас ждет после реновации этого природного памятника, учитывая, что над проектом работает такая большая группа людей. Какие вот эти главные идеи новой концепции развития Голубых озер? Что, в принципе, заложено? Мы знаем, что есть программа, да, «Зеркала Татарстана» и стратегия развития Казанки. Вот в чем суть, какие изменения нас ждут? Это, собственно, стало основой. Да? Когда-то предпосылкой к реновации этой территории это началось с федерального конкурса Агентства стратегических инициатив по созданию туристско-рекреационных кластеров. Основа этого конкурса была в том, что каждый субъект Российской Федерации должен был выбрать особо охраняемые природные территории, которые терпят крушение, бедствия, да, на которых самая высокая антропогенная нагрузка. И на базе этих ООПТ вокруг, на прилегающих территориях, задача была организовать границы этого кластера, чтобы распределить туристские потоки. Чуть позже у нас возник концепция «Зеркала Татарстана», она стала победителем этого конкурса, и уже дальше в процессе публичных обсуждений в разработке стратегии реки Казанка бюро оркестра проводило публичное обсуждение с жителями, и вот они тогда выдвинули инициативу включить в стратегию реки Казанки еще и территорию Голубых озер. Так продолжим, скажем, комплекс, да, по развитию территорий. Вот, собственно, это была предпосылка на тот момент. Что на сегодняшний день у нас есть? В чем суть концепции? Суть в том, что мы стремимся, чтобы наши Голубые озера, которые являются комплексным заказником, были заказником не просто на бумаге, а действительно в жизни, и работали и существовали по принципу национальных парков в нашей стране. Да? В национальных парках есть такой режим, в котором определены места, где возможна рекреационная нагрузка, да, где возможно вести рекреационную деятельность, хозяйственную. И вот наша задача выделить те места, в которых действительно человек может попадать, и ограничить там, где это не нужно. Да. Поэтому эту задачу мы в том числе решаем, такую сверхзадачу, в том числе решаем за счет того, что превращаем всю локацию в такое место развития экологического туризма. В место, где главный принцип становится принцип созерцания, да, не навредить природе, а именно созерцать природу. И распределить все туристические потоки, которые на сегодняшний момент есть, по всей территории ООПТ, снизить нагрузку на самые два популярных озера, на Малые озера и на Большое озеро. Да. Это основная концентрация туристов на сегодняшний момент. Наша задача эти потоки развести. Как мы это достигаем? Достигаем мы это за счет, прежде всего, соединения Большого и Малого Голубого озера. Что это такое? Это маршрут, который будет объединять, по сути, два района между собой через мост М7. Да? И не все люди сегодня понимают, что Голубые озера – это не только Малые озера, или, например, не только Большие озера, да? Что это все-таки система озер, и можно пройти, прогуляться, увидеть нечто большее, чем просто стоять на одной точке. Поэтому задача соединить это. Соединить это идеологически. Да? Ранее у нас не было ни инфраструктуры, ни идеологии, которая позволяла бы объяснять это людям. Соединить это архитектурно, для того, чтобы эту идентичность сохранить, и люди понимали, что они везде видят одно и то же. У нас унифицированные архитектурные решения, и вся базовая инфраструктура, которая позволена строить на ценных территориях, она одинаковая. Соответственно, соединить это одной единой коммуникационной стратегией, потому что сейчас основного источника вы, собственно, не найдете. Вы не будете понимать, где основной источник информации о Голубых озерах. Поэтому все хозяйствующие субъекты, все природоохранные мероприятия мы планируем в том числе информировать людей в одном едином месте. Это такая большая коммуникационная стратегия. И, конечно, мы планируем создать единое событийное наполнение, потому что на сегодняшний момент мы видим пользу и положительный эффект от активации Больших Голубых озер, дирекции парков и скверов, так как они правообладатели земельного участка. Они не только следят за и управляют территорией, они в том числе занимаются культурным событийным наполнением. Я об этом расскажу чуть позже, если будет время. Поэтому это событийное наполнение должно быть везде, и это тоже задача. И, конечно, второй большой важный блок – это распределить потоки. Каким образом мы это будем делать? Наверное, я продемонстрирую в инфраструктуре, но кратко скажу. За счет создания экоузлов, это такие точки, которые будут являться местами основного размещения автомобилей, да, и будут прекращать движение автомобилей дальше, вглубь, на территорию Малых озер и на территорию Больших озер. То есть это парковки, в которых ты можешь спокойно припарковаться, безопасно,
и пройти уже пешим путем. Это главные, так скажем, мероприятия, реформы, да, по изменению, очень важное. Следующий этап – это создание сети экологических троп. Это тоже… Владимир Владимирович тоже о ней говорил. Да, сегодня, это нововведение, да, но… Мы не первые это придумали в Татарстане, это вообще мировая практика. Наши тропы и наша концепция троп тоже придуманы, во-первых, архитектурным бюро, которые исследовали все мировые практики, и я думаю, что у нас получится хорошо, должно получиться хорошо. И активация казанки – это тоже важный элемент. Вот сказали уже о востребованности саббордистов на территории Больших Голубых озер. Наша задача – всю водную активность перенести на казанку. И, конечно, еще одним важным элементом является перенос и создание специальных мест для купания рядом с Голубыми озерами. То есть задача перенести существующие места для погружения в специально оборудованные купели, которые будут на стыке между Голубыми озерами и Казанкой. Вот, собственно, если кратко, можно это обобщить вот таким образом. Очень интересно, тем более здесь такая функция еще дополнительная, образовательная, да, и туристическая, и некое такое, как посещение музея с дополнительным информированием. Обо всем этом еще детальнее после рекламы, не переключайтесь. Мы продолжаем обсуждать судьбу Голубых озер, что их ждет, как их сохранить, сберечь и при этом оставить абсолютно открытыми для многочисленных жителей города, туристов. Вот сейчас в рекламной просто паузе девичья часть, участницы нашей программы начали активно обсуждать, а что такое событийность, и насколько вот эта событийность, чем будет насыщена благодаря новой концепции, да, развития Голубых озер, насколько событийность может так или иначе повлиять на тот же самый поток людей. Поэтому хочется просто тогда вот послушать, как организуются тогда все вот эти туристические активности, аудиогид, событийная программа, что? Да, давайте просто пояснение дадим. Я знаю, как у нас Масленицу организовывать, там даже блин не купишь, да? Это нас ждет вот через пару недель. А тут вот организовали вы событийность на Голубом озере. Что произойдет? Все-таки речь идет не о массовых мероприятиях и событиях городского масштаба, это важно понимать. И это даже не событие какой-то одной взятой организации, да, как это было всегда на Голубых озерах. Мы сейчас стремимся к тому, чтобы этого больше не было. Речь идет о том, что будет составлен событийный календарь, который будет это равно новые сценарии отдыха на территории. То есть если раньше люди приезжали с одним единственным посылом пожечь костры, поесть шашлык, погулять на сапе, на воде, я не знаю, да, это самый такой приятный, более-менее культурная программа, это еще, да. То сейчас мы хотим открыть людям совершенно новый сценарий отдыха, показать, что территория, которая создана для экологического туризма и экологического просвещения, она про другое. А что именно? О каких событиях идет речь? День березы? Да, что, День березы. Ну, например... Да. Марта, День воды. Что такое березовый сок? Какой состав? Ну, например, то, что уже делает на сегодняшний момент дирекция парков и скверов. Да? Мы ввели новое понятие терапевтических практик лесотерапия. Этот метод пришел к нам из Японии. И, собственно, у нас есть уже в первую очередь реализованные малоархитектурные формы, которые называются обитатели леса. Это такие помощники для человека, которые позволяют раскрыть все 5 органов чувств и взаимодействовать с природой, такие медитативные техники и практики. Или, например, у нас есть сплав на Казанке, где мы на катамаранах проходим организованной группой по Казанке для того, чтобы расчистить мусорные завалы и дать возможность все вокруг Голубого озера, да, в воде спокойно течь. Или, например, у нас есть научно-познавательные экскурсии, которые проводит наш университет. Да, и все 6 маршрутов, которые разработаны внутри нашей концепции, все разработаны университетом. И это такой событийный календарь, который позволит, не знаю, выезжать с детками на природу, изучать эту природу. Или, например, прослушать лекцию о составе воды. Это некая веселая вечеринка. Это не вечеринки, это не события, которые принесут просветительские, образовательные урон. Проекты, экологическое просвещение. Пешеходные маршруты, которые сейчас уже разработаны от Казани до Голубых озер. Да? Или у нас активно сообщество работает, которое занимается
ну, как бы они на велосипедах проезжают достаточно большие объемы и километры, и эта территория в том числе станет точкой посещения, экскурсионной точкой, на которых они высаживаются и едут дальше. Ну, то есть это абсолютно не массовые Не тот мероприятия. формат массовых мероприятий. Хорошо. При этом хочу спросить все-таки у специалистов, вот эти изменения помогут, Рамиль Гамилевич, например, сохранить уникальную экологию Голубых озер, и сколько нужно, чтобы вернуть экосистему в равновесие? Вот внедрим, да, с июня условно. Понимаете, режим заказника, он же это как живой организм. То есть нельзя сказать, что завтра у нас все будет идеально. То есть вот то, что люди говорили, коллеги, да, мы сначала прошли путь, боролись с банями, потом ушедший год мы боролись с саббордами. То есть победили все эти моменты. Конечно, будут возникать какие-то вещи недобросовестные посетители или прочие, которые будут все равно идти на этих саппортах. Но, тем не менее, ущерб минимизируется. Вот, пользуясь случаем, как бы хочу сказать телезрителям, все те рекламные акции, которые проводятся, скажем, там, в запрещенных соцсетях Российской Федерации и так далее, когда людей приглашают на покатушки на саббордах, на бани и прочее. То есть не нужно на это реагировать. Важно понимать, что это наказуемо, то есть административная ответственность за это, и в том числе на вас будет. Поэтому все-таки здесь, как вот правильно сказали, есть режим. Каждый водитель должен знать правила дорожного движения, каждый охотник должен знать правила охоты, иначе он причинит ущерб, скажем так, животному миру. И каждый гражданин, когда идет на особо охраняемую природную территорию, он должен знать режим, чтобы не причинять ущерб. Хорошо, спасибо, Дмитрий Владимирович. Вот еще есть такое, что будете вести экологический мониторинг, да? Вот я знаю, что появятся экологические станции. Вообще, что это? То есть, в моем понимании, это нечто какое-то вот сооружение. На самом деле, все не так, я так понимаю, да? Мои данные устарели. Да, не совсем так. Если говорить о мониторинге самих озер, то более-менее детально он ведется уже достаточно давно, как специалистами Академии наук, так и Казанского федерального университета. И сегодня мы достаточно много знаем об этих озерах, но, наверное, не все. Как древние греки говорили, да, все познать, наверное, невозможно. Но наша цель, как уже сказала Оксана Николаевна, собрать максимально полную информацию о жизни озер. Полезную не только нам, специалистам, но и полезную и интересную для всех, кто придет сюда посмотреть, понять, изучить, проявить интерес и так далее. Говоря о станциях, я могу сказать, что да, это будут и, как вы сказали, домики, куда можно будет прийти и, возможно, посмотреть выставки тематические на определенные темы, возможно, приуроченные к определенным дням. Я уже упомянул 22 марта День воды, например, 5 июня это День охраны окружающей среды, Дни биологического разнообразия и так далее. У нас экологических памятных дней, как и праздников, в России достаточно много. То есть это будет вот как раз именно та событийная составляющая, о которой мы сейчас дискутируем. Это будут и другие возможные посещения. Ну, например, если некая группа школьников захочет провести время на Голубых озерах и обратиться либо в дирекцию, либо к нам, либо в университет, я думаю, что мы с удовольствием откликнемся на этот призыв. Говоря о мониторинге, я должен сказать, что уже сегодня, практически начиная с января, мы совместно с Министерством экологии и природных ресурсов проводим достаточно подробный анализ качества воды, ее изменения как непосредственно на самих озерах, так и в реке Казанке, которая принимает стоки из этих озер. И в течение года этот мониторинг позволит проследить и динамику, получить полезную, опять же, популярную информацию, в том числе необходимую и для формирования купелей, ну и вообще для получения общих знаний, а как живет вода, потому что все течет, все меняется. Я думаю, что это тоже будет интересно. Так же, как будут интересны и другие экскурсии, орнитологические, гидробиологические, обычные лесные экскурсии. Я думаю, что у нас не каждый человек, как я часто говорю, может отличить, может быть, березу от осины. И как раз вот наша задача познакомить население таким образом и с прекрасным миром озер, ну и в целом с природой Татарстана,
посещая эти удивительные места. Ну, глубокий смысл, Дмитрий Владимирович. Я просто, оказывается, впервые в жизни видел человека, который наблюдает, как течет вода. И пишет жизнь голубых озер, биографию голубых озер. Потрясающая профессия у вас. Я думаю, что интерес к экологической, да, к профессии эколога, может быть, это тоже популяризирует вот такие моменты экскурсии. Сейчас я еще хотела уточнить по поводу того, какой стиль для новых объектов выбран, какие материалы используются, какие новые объекты появятся на территории природного памятника. Ну, например, не знаю, кафе, стоянки, прокат инвентаря. Все это что-то будет, не будет. Лев Валерьевич или Александр Николаевич? Кто начнет? Лев Валерьевич. Наверное, я начну, представлю как минимум, да, архитектурное бюро, которое работает над эскизным проектом, вообще над концепцией. Это архитектурное бюро «Мириада Групп» и «Оркестра Дизайн». Это два бюро, которые с 2020 года с нами занимаются развитием голубых озер. Если очень кратко, да, наверное, пробежаться, что мы работаем еще раз на двух территориях. Это территория авиастроительного района и Высокогорского района. Первая, вторая очередь у нас уже построена на Большом Голубом озере. В этом году появится лодочная станция на Большом Голубом озере. Вот здесь есть картинки. Было уже сделано берегоукрепление Хрустального водопада. Установлен экопавильон. Это такой визит-центр, в котором работает и с прошлого года кафе, и такой лекторий, где люди могут прийти за туристической информацией, записаться на какой-то мастер-класс или взять аудиогид и пройтись самостоятельно вокруг Малого или Большого Голубого озера. Ну, наверное, Виталий, вам слово. Илья Валерьевич, вам слово. Да, ну, как Оксана сказала, в этом году, точнее, в прошлом году уже первая, вторая очередь была реализована, и прежде всего, одна из целей этой очереди – это было создание таких эковорот и сервисной функции. Ну, то есть всегда, где есть люди, у них есть определенные потребности, кафе, туалеты, и эта функция должна быть прежде всего организована правильно, что вот мы сделали, как нам кажется, на этой территории. А вторая очень важная цель – это реконструкция берегоукрепления. То есть там природа сама так себя ведет, что размывает берега. И когда-то там было берегоукрепление, которое тоже пришло в негодность. То есть вот это была проведена работа. Также был реконструирован мост через вот этот водопад красивый. Но это такие практические, наверное, процессы, которые были проведены. И также была запущена часть вот этих экотроп с навигацией, которая уже рассказывает как раз об экологичности и истории вот этих наших голубых озер. Илья Валерьевич, все-таки я думаю, что у туристов больше всего, да, главный вопрос, а как будет организовано купание? Вот Оксана Николаевна сказала, что это будут купели. В каких местах, какой формы, какой режим объектов, что будет со старыми, да? То есть по дайверам-то понятно, что у нас запрет присутствует. Вот давайте по купелям, чтобы люди понимали, что купели присутствуют, и вода лечебная присутствует тоже, да? То есть никто не лишает. Да, никто ничего не отбирает, как говорится. Да. Но один из главных принципов организации купелей, это, вот как уже прозвучало, это вынос их на сток воды из озера, то есть на то место, где вода из озера выходит. Таким образом мы снижаем, точнее вообще практически убираем антропогенное воздействие на озеро. Получается. То есть это вот третья функция, которая позволяет нам вообще озеро обезопасить, скажем так. Сами купели, они выполняются, то есть такие мероприятия есть по укреплению берега, по выемке грунта, чтобы создать определенную нужную глубину, да? То есть отсыпка специальным таким камнем, специальной фракцией, чтобы люди там ноги не повреждали. То есть определенной глубины до 1,5 метра. Также предусмотрены спуски в воду, то есть прежде всего это безопасность и удобство. Ну и, наверное, надо сказать, что в продолжении к вопросу о сервисе, вблизи вот этих вот купелей организовываются такие небольшие зоны, где можно присесть, понаблюдать, тоже посозерцать вот эта вот функция ознакомления с экологией, да, и все сопутствующие, то есть небольшие переодевалки для людей, чтобы было комфортно, можно искупаться. Сколько таких купелей будет? Мест определено и согласовано у нас с экологами вместе 4 вообще. И на Большом Голубом озере их получается в одной точке 2 небольшие купели. Два на Большом Голубом озере, одно на Проточном озере и еще 2 на Малых озерах.
Все, замечательно. Итого 5. Я думаю, что, в принципе, ну, должно быть достаточно при снижении, да, такой Однозначно. туристической, да, нагрузки. Эльвира Абдухаковна, как раз по поводу еще тоже экотроп, маршрутов. Вот какие маршруты сейчас есть, да, какие еще нужны, образовательные, не знаю, лесотерапевтические, вот уже говорила Оксана Николаевна. Вообще, что видите, что хотели бы как эколог еще видеть? Мы с кафедры Чтобы зажила эта территория экологично. Да, с кафедры природообустройства и водопользования мы исходили всю эту территорию пешком, находили красивые места и разработали 6 экологических маршрутов. Эти маршруты направлены на то, чтобы показать людям красоту и ценность природы, чтобы они обращали внимание на такие детали, которые уходят от глаз, если ты не знаешь о них. Да, например, мы там встречали огромные муравейники высотой до 2 метров, допустим. Или там деревья-патриархи. То есть там есть огромные деревья, даже около малых голубых озер, которых мы, сколько нас было, 7 человек мы не могли обхватить в диаметре, в обхвате. И поэтому очень важно именно, чтобы эти маршруты были экологическими, чтобы не было ни спортивных маршрутов, да, ни каких-то развлекательных, чтобы они были экологичными, чтобы были стенды, указывающие на ценность этого озера. То есть сейчас уже появилась информация о том, какие ценные виды обитают, о маршрутах, но, к сожалению, мы не увидели информации о ценности озер. То есть каждый раз, когда я водила маршруты, я рассказывала людям о том, насколько уникальны эти озера. У людей очень постоянный интерес, все хотят знать, почему цвет меняется, что влияет на качество озер. И меня всегда люди спрашивали, а неужели этого никто не знает? И почему этого никто не знает? Почему нету стендов, которые говорят о том, что здесь запрещено купаться и почему запрещено купаться? То есть если мы запрещаем купаться в озере, люди должны понимать, почему это происходит. То есть очень важно именно экопросвещение, чтобы люди понимали ценность этого объекта. Не только от нас, да, вот от специалистов, которых они могут встретить, а могут и нет. То есть кто-то может с аудиогидом пойти, а кто-то приходит сам. То есть там постоянный ежедневный поток людей, кто-то гуляет с собакой, кто-то с детьми, кто-то просто парочки прогуливаются. И у них нету понимания ни того, что они находятся в ОПТ, ни ценности озер, потому что никаких информационных знаков об этом, к сожалению, нет. Спасибо. Я вообще понимаю, что мы о глубоких озерах ничего и не знаем. То есть в большей степени вот весь вот этот поток, это маленькая-маленькая, вот я говорю, история, с чего мы начинали программу. Голубая вода, да, вечно холодная, и иногда там не превращаясь в черный омут, а не более того. То есть сегодня, в принципе, мы открываем голубые озера, их ценность, благодаря в том числе, да, вот сейчас экологическим маршрутам, мы открываем заново тот природный памятник, который у нас есть, и открываем его глубоко. Это тоже очень важно и здорово. Завершение программы, там буквально 5 минут, итоги голосования телевизионной аудитории. Первый вариант. Сделать полную реконструкцию. 36% проголосовавших, больше, чем интернет-аудитория. При этом 56% все-таки считают, что нужно сделать заповедник и закрыть. И 7% считают оставить все как есть. Но вопрос в том, что люди включились, люди понимают, а здесь 36% телевизионной аудитории понимают, что перезагрузка голубым озерам нужна. Осталось вот буквально коротко каждый, понемногу в завершении программы. Короткий итог нашей дискуссии. Что голубые озера для каждого из вас и какими вы их видите? Ну, во-первых, мы с вами действительно живем, счастливые люди, Светлана, и мы с вами, и все телезрители, все присутствующие в такой республике, где есть все, и вода, и лес, и поле, и степные участки, и подтаежные. У нас, я с большим оптимизмом смотрю на то, что мы это все действительно сохраним, голубые озера в частности. Стоит лишь соблюдать нехитрые правила, которые установлены режимом, и установлены, в принципе, совестью. Не сорить, не мусорить, не разжигать костры, не заезжать туда, куда не нужно заезжать. Вот. Ну и хочу вот, Оксана Николаевна, немножко прокомментировать про лодочную станцию. Покажите, Да, про лодочную станцию хочу сказать телезрителям, может кто-то, не дай бог, не так поймет. Катания на голубых озерах, на лодках и на катамаранах не будет. Это все будет на Казанке. Это все лодочная станция для отправления... Для Казанки. Для отправления на Казанку. Дмитрий Владимирович, что для вас голубые озера и какими вы их видите? Я, наверное, скажу так образно. Я хочу, чтобы вот каждый, кто сегодня смотрел наши программы, каждый, кто приедет на Голубые озера, будь то казанец или наши многочисленные гости, чтобы они открыли свои Голубые озера для себя, ну и заглянули в их голубые глаза,
там утонули. И Художник и поэт у нас, Дмитрий да, было бы, да. Владимирович. Несмотря на то, что мы, как экологи, конечно, не приветствуем многочисленные посещения, но, как минимум, чтобы это желание и впечатление о посещении этих замечательных мест у них сохранилось в душе. Спасибо, Илья Валерьевич. Что для вас теперь уже Голубое озеро? Да. Ну, вообще, мне хочется сказать, что я довольно редко там бываю, кстати говоря, и у меня был такой период, что я лет 8 там не был, представляете, хотя я живу в Казани. И я, когда приехал, спустя 8 лет, я обратил внимание на снижение вот этой голубизны. И я хочу, это к тому, что действительно то, что сейчас делаем, это очень правильно, мне кажется. И вот Дмитрий Владимирович не даст соврать, что, оказывается, у этих озер уже был период, когда они восстанавливались. То есть у них был момент, когда их, вот эта вся голубизна, она была почти потеряна, там проведены были ряд работ, и потом эта голубизна восстановилась. То есть я хочу сказать, что если мы вот эти мероприятия проведем, и это все продолжим, люди нас поддержат, я думаю, что у них есть точно второй шанс. Хорошо, спасибо, Эльвира Габдулхаковна. Я очень рада, что люди заинтересованы этой проблемой. И я считаю, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение этих уникальных озер, которые нам даны как дар от природы, и мы должны их сохранить. Мы можем сделать это только работая совместно. То есть, когда архитекторы работают вместе с экологами, экологи работают вместе с геологами, вместе с культурологами, вместе с социологами, когда у нас есть такой совместный, вместе с министерством, уникальный проект мы сейчас реализуем, в принципе, да, надо то есть, посмотреть на это. когда все прислушиваются друг к другу, мы можем прийти к хорошему решению и получить оптимальный результат и сохранить эти озера. Но Спасибо. каждый житель тоже может сделать это. То есть, приходя на озеро, мы можем бережно к нему относиться и других Это главное, останавливать. да. Кто... Оксана Николаевна, да, меньше 2 минут у нас. Ну, кроме того, что это сфера моей профессиональной деятельности, да, и теперь профессиональных интересов, наверное, как и для многих казанцев, это самая близкая для нас, для мегаполиса, природная территория. И для меня лично, и для многих, я знаю точно, это территория восстановления сил, своей энергии. Я призываю людей приезжать на природу, быть ближе к природе, восстанавливать силы, но помнить, что к этому нужно бережно относиться, и природа у нас хрупкая. Неужели мы сегодня услышим, что не только лес наше богатство, Ильгизар Ильич? На вопрос, что такое Голубое озеро для меня, то есть это действительно уникальный объект среди всех особо охраняемых природных территорий республики. Это такая некая жемчужина, которую мы, безусловно, должны стремиться сохранить. Я убежден, что те решения, которые вырабатывались вот этим сообществом, включая и научное сообщество, они просто необходимы. И есть, в конце концов, статистические данные, которые вот коллеги сегодня никто не озвучивал. Ежедневно в моменты пиковой нагрузки эту территорию посещают до 5000 человек, окупаются до 900 человек, поэтому, безусловно, такой большой поток и эту рекреационную нагрузку необходимо регулировать. Поэтому я думаю, что те решения, которые мы принимаем в ходе, в том числе, инфраструктурного обустройства этой территории, они, безусловно, нужны, важны и своевременны. Спасибо. Я вот тоже сегодня выразила свое отношение к голубым озерам, к голубым костюмам. Я надеюсь, экран отражает и камера передает. На самом деле, пусть успешная реализация над проектом. Большое спасибо экспертам, что разъяснили, объяснили и, возможно, достучались до тех, кому хочется посмотреть в голубые глаза голубых озер. Дмитрий Владимирович, вас цитирую. Благодарю участников программы, благодарю телезрителей. Всего доброго, до свидания.